В течение 2 лет военный комендант Урус-Мартановского района Гейдар Гаджиев, дагестанец, аварец, терроризировал местное население. О его жестокости ходили легенды. Люди не могли спать по ночам, ожидая ночной облавы. Сотни молодых мужчин, которых он захватывал без всякой вины, были им казнены и покалечены. Он сажал в подвалы даже женщин и самолично избивал их. Никакие жалобы и обращения ко всему миру не помогали. Русских оккупантов устраивали его методы обращения с населением. После каждого преступления он только получал награды от своего руководства. А он продолжал мучить людей. Газуевой Айзе было всего 19 лет. По команде Гаджиева расстреляли ее старого свекра и забрали мужа. Она долго ходила к коменданту, умоляла сказать ей, где находится ее муж. 27 ноября Айза Газуева пришла в комендатуру узнать, за что задержали ее мужа. Генерал Гейдар Гаджиев, выражаясь нецензурно, всячески оскорбляя, прогнал Айзу с помощью своей охраны. Но 28 ноября российские военные по приказу генерала Гаджиева доставили к нему беременную Айзу Газуеву. Озверевший Гаджиев, изъясняясь отборным матом, накинулся на Айзу, схватил за волосы, требуя признаться, что ее муж – ваххабит. Когда Айза сказала: «Вы меня хоть убьете, но мой муж не имеет никакого отношения к ваххабитам», то всесильный генерал, несколько раз ударив Айзу за косы, потащил ее в соседний кабинет. Там на полу лежал Алихан, весь посиневший, с изуродованным лицом. Айза не узнала мужа сразу. Затем она зарыдала, умоляя отпустить Алихана. В ответ на это генерал Гаджиев схватил нож и вспорол живот Алихана. За волосы макнул голову Айзы в его распоротые внутренности. Потом, на глазах беременной женщины, Алихан долго и мучительно умирал. Над ним стояла Айза, умытая кровью мужа, растерзанного российским генералом. И тогда она приняла решение. 29 ноября 2001 года она пришла на площадь перед военной комендатурой и ждала, пока появится убийца. Наконец, он вышел из здания. К нему бросились десятки женщин с вопросами о судьбе своих сыновей и мужей, которых комендант захватил, и они после этого пропали без вести. Она подошла к женщинам и на чеченском языке попросила их быстро удалиться. Она сказала им: «Сегодня ему пришел конец. Больше он не будет издеваться над нами». Они все поняли и отступили. Схватив обеими руками за камуфляжную куртку коменданта, она только спросила его: «Ты помнишь моего мужа? Ты помнишь меня?» и плотно прижала его к себе. Раздался мощный взрыв. Генерал Гейдар Гаджиев был не просто комендантом, он был символом террора и произвола, который наступил в Чечне после взятия ее территории под контроль российских войск. И погиб он тоже символично, от руки женщины, мужа и 2 братьев, которые лишили жизни по его приказу. Когда по российским каналам показывали кадры его похорон, жительница Урус-Мартановского района промолвила: «Надо же, хоронят как человека». Своего сына, убитого в здании комендатуры, в которой полновластным хозяином являлся генерал Гаджиев, и выброшенного затем в предгорном лесу, предать земле она так и не сумела.